Глава Коми потребовал усилить персонал, который будет взаимодействовать с людьми по телефону горячей линии в связи с коронавирусом. Цитата: «чтобы люди часами не ждали, пока ответит оператор». А еще сделать такую услугу многофункциональной и доступной, чтобы те, у кого остаются вопросы, знали, как действовать, куда обращаться, что такое самоизоляция, как она происходит, куда позвонить, чтобы получить лекарства. Или если в целом какая-то потребность возникла, сказал Сергей Гапликов на заседании оперативного штаба. Напомним, накануне своим указом руководитель региона ввел режим повышенной готовности. Отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия. Не надо драматизировать ситуацию, не надо ее усугублять с точки зрения нагнетания обстановки. Понятно, все вот сегодня мое обращение к жителям республики показало, что уже, извините, почти 600 тысяч просмотров и цитируемость и все остальное. Но в этой части люди благодарны. Они сегодня понимают, что правительство республики, все службы, все задействованы в этом вопросе, принимают все необходимые меры, работа проводится, принимаются соответствующие решения и действенные мероприятия проводятся, которые в том числе позволяют им надеяться на избежание соответствующей негативной обстановки. Ясность в текущей ситуации внесла главный санитарный врач. По ее словам, мероприятия на уровне субъекта были утверждены еще 28 января, а 6 марта были внесены изменения из-за меняющейся обстановки. Это указывает на нашу подготовленность. У нас на сегодняшний день находится под наблюдением 101 житель республики Коми, причем эта цифра была несколько выше, она меняется ежедневно. 35 человек уже прошли этот этап и сняты с наблюдения. Из вот этой почти 150 человек, 6 человек помещались с признаками заболеваний, не исключающие новую коронавирусную инфекцию, в связи с тем, что они вернулись из неблагополучных стран, Китай и Италия в основном, помещались в медицинские стационары, в боксы инфекционного профиля. И на сегодняшний день 5 из них уже выздоровели и выписаны. Поставлена задача сложная – это не потерять ни одного человека от COVID-19. Соответственно, система к этому должна быть готова. Первое, что сейчас мы должны сделать и делаем, это обязательно разделение, изоляция тех пациентов, которые переносят внебольничную пневмонию, потому что мы не знаем, какого она характера. Возможно, что и вирусный данного вируса, поэтому это наиболее сейчас первоочередная и сложная задача, которую мы решаем. Вот. Ну и хочу сказать о работе обсерватора. Обсерватор начал работать, сейчас находится 3 человека, те, которые были из контакта по молодому человеку. Вот. В целом со своими задачами справляется. Но мы видим все-таки при увеличившейся потребности в изоляции. Сегодня Людмила Ивановна говорила перед проведением оперативного штаба по рекомендациям, которые вышли в Роспотребнадзоре по самоизоляции. И вот когда производится самоизоляция, есть перечень ограничительный, при которых самоизоляция невозможна. Если в квартире проживают пожилые люди, если проживают новорожденные дети и так далее. То есть мы понимаем, что потребность в обсерваторе будет. Поэтому нам тоже нужно рассмотреть обязательно вопрос, может быть, не в таком широком составе, все-таки где организовать второй обсерватор. И уже не на 30 мест, а на гораздо больше. Старт особым мерам в регионе, отметим, положило лабораторное подтверждение первого заражения коронавирусом. Это студент-сыктывкарец, прибывший из Ирана. Сейчас его жизни ничто не угрожает, говорят врачи. Новых случаев за последние сутки у нас не выявлено. Также интересно, официальный протокол исследований проб из Новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Коми пока не поступал. Мы обследовали и установили наблюдение за всеми близкими контактными с данным гражданином. То есть это с его семейным очагом и с теми лицами, которые прилетели с данным гражданином на самолете. То есть за всеми этими людьми установлено медицинское наблюдение, и у всех этих людей отобраны лабораторные пробы для исследования на коронавирус. Всего же тест на коронавирус в Коми прошли 265 человек. Сейчас у санитарных врачей остается запас на диагностику еще 1100 потенциальных пациентов. Врачей-вирусологов хватает, ставки укомплектованы. Глава, в свою очередь, поручил обратить внимание служб на лиц, которые приезжают к нам с других территорий. В частности, необходимо проверить тех, кто находится на строительных площадках.